А когда вы в последний раз испытывали счастье? Не минутное от покупки, а настоящее человеческое счастье. Например, счастье красивого, здорового тела. А ведь это может, причем совершенно бесплатно, подарить лишь природа. Ее чистый воздух, живая вода, натуральная еда. Мне бы хотелось, чтобы мои дети гуляли не среди машин на шумных улицах, а среди цветов на лугах. Дышали не гарью дорог, а ароматами лесов и полей. Жили не в виртуальном, а в реальном мире. Ведь это такое наслаждение. И как было бы здорово все достижения нашей цивилизации объединить с гармоничной жизнью в каком-нибудь прекрасном уголке природы. Это, конечно, только мечта, но кое-кто уже воплощает ее в реальность. Когда несколько лет тому назад мы начали думать, Господи, как же живут люди, неужели так можно жить? И появились просто единицы горожан, энтузиастов, которые открыли свою душу, приложили свои сердца, приложили свои усилия и руки для того, чтобы этот прекрасный край ожил. И когда мы сегодня приехали сюда, вы понимаете, мы подъезжаем сюда, и дышится-то по-другому. Чувствуется энергия леса, чувствуется энергия ваших сердец, и чувствуется то, что здесь появился настоящий русский человек с большой широкой душой. Я думаю, за вами будущее. И я рада вас видеть. Туда прийти нужно, наверное, с детства к этому как-то. Что-то хотеть такое, чтобы вот, не так, не устраивает городской образ жизни. Я вырос в своем хозяйстве. И у нас в роду сохранились знания вот этих вот ведрусов. У нас род был очень сильный, и очень такой крепкий род Васильевых. И эти знания, в общем-то, мне с детства прививали. Так, хорошо. Вот, вы сохранили? Кое-что сохранил, да. Ну вот вы все то, что вам родители, предки дали, в багаж собрали? Да, вот этот багаж сюда меня и вывел, можно сказать. Сюда, ага. В принципе, каждый русский человек, он должен знать свою культуру. Иначе как он может себя вообще русским человеком называть, если он своей культуры не знает? Он не знает песен своих дедушек, прадедушек, то есть не знает принципов построения общества, какое было оно, какое оно сейчас стало, истории нет. То есть у нас сейчас ситуация такая, что люди, они у нас хоть с матерями, с отцами вроде живыми, но в принципе сироты. По большому счету очень большое количество сирот, которых при живых родителях даже можно так назвать. То есть родители им не дали этого. Не дало государство, не дает отдел культуры. Отдел культуры тоже в этом заниматься, в основном субкультурой. Или сценическая культура, которая доносит только куски какие-то из той культуры, которая была в принципе русской. Славянская культура на этом месте, где мы живем. И, в принципе, культура — это культ ура, то есть культ, который находится возле сияния души. Ладно, забери уже. То есть сияние души, оно олицетворяет в человеке радость. Радость не как поросячье чувство, а радость внутреннюю, духовную, чтобы у человека душа горела. Я рисую на окне мир почти такой, как наш. Я рисую на окне акварели и гуашь. Краски яркие возьму и закрашу серый цвет. Нарисую ту страну, где для слез причины нет. Где улыбки каждый день, где почти всегда весна, где у всех людей очень добрые глаза. Кто-то ищет целый век, где же счастье, вот оно. Здравствуй, добрый человек, посмотри в мое окно. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир,
который нужен мне. Я рисую новый мир, пусть моя не сохнет кисть. Я рисую новый мир, эй, прохожий, обернись. Если что-то ты хотел в этой жизни изменить, нарисуй в своем окне мир, каким он должен быть. И я верю, что когда каждый кисть свою возьмет, с наших окон доброта в настоящий мир войдет. И наступит долгий век без обид и слез в глазах, где ты добрый человек, это все в твоих руках. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Краски яркие возьму и закрашу серый цвет, нарисую ту страну, где для слез причины нет. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен.